Западные санкции все больше и больше отражаются на нашей жизни. Средства массовой информации все больше уделяют внимание таким аспектам жизни, как экономика, финансы и другие, скажем так, юридические аспекты жизни. Однако культура никуда не делась. И сегодня мы поговорим с ректором Высшей школы музыки нашей республики Надеждой Зайковой. Надежда Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Надо сказать о том, что выпускники нашей школы разных лет выступают в больших концертных оркестрах. Не только в нашей стране, хотя мы, конечно, гордимся ребятами, которые играют в оркестрах Санкт-Петербурга, Москвы. Но есть известные коллективы и за рубежом, где наши ребята ряд лет уже выступают и весьма успешно. Но в нашей школе учатся ребята из-за пределов государств. У нас есть ребята, которые в разное время учились здесь. Были ребята из Японии, были ребята из Китая. Сейчас у нас ребята из Кореи учатся. Да? И мы в 2020 году попали в список Министерства образования Китая, рекомендованных для поступления абитуриентов из Китая к нам. Конечно, пандемия нам очень серьезно помешала, но тем не менее в течение 2021 года мы заключили соглашение с различными учебными заведениями. И есть в Китае организации, которые занимаются тем, что готовят абитуриентов для выезда в другие страны, за рубеж. И мы очень надеемся, что когда все станет нормально с пандемией, к нам ребята из Китая приедут и будут учиться. Такая шутка ходит, что запрещено такое направление, как кей-поп. Вот что вы можете сказать об этом? Насколько популярно может современное направление? Понятно, что вы учите классической музыке, но ребята, молодые ребята, все равно это слушают, и это им нравится. Спасибо большое. Это хороший вопрос, потому что очень странно многим удивляются люди, что ребята, которые обучаются классической музыке, разбираются в современной музыке. Но они не были бы людьми 21 века, если бы они в этом не разбирались. Безусловно, у нас есть ребята, которые играют популярную музыку, и среди них, например, Алексей Адамов, который является одним из исполнителей, много лет ездит в молодежный оркестр Башмета. Но в то же время Алёша известен как человек, который исполняет свою музыку, современную музыку, и очень был популярен в свое время в ТикТоке. Во-первых, для того, чтобы ребята оставались в республике. Мы все-таки школа, которая существует не за счет федерального бюджета, а за счет республики. За 28 лет существования школы создано 2 серьезных симфонических оркестра, 2 коллектива. В театре оперы и балета был оркестр, но он сейчас почти весь состоит из наших выпускников. Есть хор театра оперы и балета, там тоже поют наши выпускники. Филармония, она образована 11 лет тому назад. Безусловно, почти вся состоит из наших выпускников. Мало того, наши студенты, 18 человек закончат СПО, 15 человек закончат высшее образование, и все они остаются в республике. Потому что 4 человека по целевому поступают в Московскую государственную консерваторию, РАМ Гнесиных, и поступают в Санкт-Петербургскую консерваторию. А остальные все остаются здесь, чтобы учиться здесь и работать. Надо сказать, что наши ребята очень рано начинают работать. Почти все они являются, сейчас здесь репетируют, они являются студентами, но большинство из них уже работают. То, чем мы занимаемся, конечно, вечно. Это проверено веками, и поэтому думаю, что ни одно поколение еще музыкантов будут здесь обучаться. Мы планируем открыть ассистентуру, стажировку. Если ребенок сюда поступает в 6-7 лет, сейчас он заканчивает школу в 22-23 года, если мы откроем ассистентуру, стажировку, они будут заканчивать ее в 25-26 лет. Искусство, культура всегда будут востребованы. А если оно еще построено на традициях, на духовных ценностях, то, безусловно, оно будет незыблемо.